Э, Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас всех приветствовать на нашей стратегической сессии. Сегодня будут обсуждаться очень важные для Республики Коми вопросы. Это использование результатов оценочных процедур и диагностики профессиональных дефицитов педагогов как важнейших механизмов дальнейшего совершенствования качества образования в Республике Коми. Для нас действительно это очень важные, значимые вопросы, и мы видим по числу подключений, а их уже почти 150, и их количество постоянно каждую минуту, секунду увеличивается, нам очень важно и значимо, что данные вопросы также очень интересны нашему педагогическому сообществу республики. Управление качеством образования в республике – это динамичный процесс, требующий осознания роли каждого участника образовательных отношений, педагога, родителей, обучающихся, достижении цели, поставленной нашим президентом в указе о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации, а именно обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В целях повышения эффективности комплексной системы управления качеством образования в Республике Коми Министерством образования утвержден основной документ, отражающий задачи, методику проведения программных мероприятий, целевые индикаторы и показатели. Это региональная программа по совершенствованию механизмов управления качеством образования в Республике Коми на 2020-2023 годы. Соисполнителями программы являются Коми Республиканский институт развития образования, Республиканский информационный центр оценки качества образования, региональный центр Академия юных талантов. А участники программы – это органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные организации. Единая система управления качеством образования – это иерархическая система, включающая единые управленческие механизмы на всех уровнях образования – федеральном, региональном, муниципальном, а также на уровне образовательной организации. Прежде всего, это объективная оценка качества подготовки обучающихся на уровне образовательной организации через механизмы оценочных процедур. Это всероссийские проверочные работы, региональные проверочные работы. И это, безусловно, зона ответственности руководителя образовательной организации. На муниципальном и региональном уровнях важно, чтобы результаты оценки качества образования подвергались тщательному анализу и использовались не только для наказания, не для наказания, а для помощи учителям и детям в ликвидации образовавшихся дефицитов. Ключевая роль в реализации данного механизма принадлежит Республиканскому информационному центру оценки качества образования и, безусловно, нашему Институту развития образования. На уровне образовательной организации необходимо выстроить работу с полученными результатами оценки, применяя для этого разнообразные технологии и методики работы как с обучающимися, так и с детьми. Методическую поддержку и сопровождение педагогов обеспечивает Институт развития образования, муниципальные методические службы. Особое внимание уделяется поддержке школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Как на уровне образовательной организации, так и на муниципальном уровне необходимо осуществлять эффективное управление ресурсами, в том числе использовать возможности сетевого взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров. В Республике Коми сегодня сформирована и успешно функционирует единая система оценки качества школьного образования, которая обеспечивает, во-первых, мониторинг образовательных достижений обучающихся на основе результатов оценочных процедур, выявление профессиональных дефицитов педагогических работников на основе результатов диагностики профессиональных компетенций, оперативное выявление и решение проблем системы образования в разрезе предметов, школ и муниципалитетов, возможность получить полное представление о качестве образования, анализировать и учитывать влияние различных факторов на результаты работы школ. В число оценочных процедур входят международные и национальные исследования качества образования, всероссийские проверочные работы, государственная итоговая аттестация в форме основного государственного экзамена, единого государственного экзамена, а также наши региональные проверочные работы. Эта система дополняется исследованиями профессиональных компетенций педагогов. Результаты оценочных мероприятий подлежат анализу в разрезе региона, муниципалитета, каждой образовательной организации.
Итогом аналитической деятельности управленческой команды образовательной организации муниципальных методических служб выступает совершенствование как содержания образования с учетом федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ, концепций преподавания учебных предметов и предметных областей, так и технологий обучения. На муниципальном и республиканском уровнях реализуются мероприятия по поддержке школ с низкими результатами обучения и оказанием адресной методической помощи. Рекомендации Минпросвещения России и результаты оценки механизмов управления качеством образования легли в основу разработки нашей региональной программы. Методологической основой программы выступает управленческий цикл и его компоненты. Формулируются цели и задачи, определяются показатели, методы сбора информации, проводится мониторинг, анализ его результатов, разрабатываются адресные рекомендации, принимаются меры и управленческие решения. И завершает управленческий цикл анализ эффективности принятых мер. Данная структура, вот этот управленческий цикл, легли в основу каждой подпрограммы. Вы подпрограммы сейчас все видите на слайде, перечислять их не буду. Ожидаемые результаты реализации программы – это совершенствование и устойчивое функционирование комплексной, целостной и непротиворечивой системы оценки качества подготовки учащихся. Совершенствование системы работы со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. Сокращение разрыва в качестве образования между обучающимися в общеобразовательных организациях, работающих в разных социокультурных условиях. Формирование образовательной среды для выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи. Положительная динамика результатов участия в конкурсных мероприятиях. Совершенствование и устойчивое функционирование многопрофильной, многоуровневой, соответствующей современным потребностям Республики Коми в кадрах системы профессиональной ориентации. Повышение уровня объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников. Повышение качества подготовки руководителей образовательных организаций, своевременное удовлетворение потребностей в руководящих кадрах, повышение эффективности системы непрерывного профессионального развития педагогов, формирование основы для реализации национальной системы учительского роста, совершенствование и устойчивое функционирование в многоуровневой системе методического сопровождения педагогических работников, совершенствование системы организации воспитания и социализации обучающихся. Сегодня мы можем говорить об определенных результатах в рамках проектов «Эффективная школа» и «Молодые педагоги». Сформировалась система профессиональных конкурсов для педагогов различных категорий и руководителей образовательных организаций. Созданы условия для участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах федерального и республиканского уровней. Разрабатываются актуальные программы повышения квалификации для всех категорий педагогических работников и школьных и управленческих команд. Сформирована система методического сопровождения непрерывного профессионального роста педагогов. Функционируют региональные инновационные площадки и республиканские методические объединения педагогов. Сформирована и совершенствуется цифровая образовательная среда. В Республике Коми реализуется система поддержки школ с низкими образовательными результатами. В 2017-2020 году республика являлась получателем федеральной субсидии на реализацию мероприятий по поддержке таких школ. За этот период участниками проекта «Эффективная школа» стали 85 образовательных организаций из всех 20 муниципальных образований республики. Региональным координатором, конечно, является Институт развития образования. В 2020 году достигнуты соответствующие результаты по основным показателям. Вы тоже их видите на слайде, перечислять не буду. В 2021 году работа со школами с низкими результатами будет продолжаться уже в рамках федерального проекта 500+, об этом тоже сегодня спикерами будет сказано. И в числе приоритетных направлений работы это реализация программ и проектов, направленных на эффективное функционирование и развитие образовательных организаций, привлечение, отбор и обучение мотивированных учителей, активизация внутришкольной системы профессионального развития педагогов, развитие межшкольного сотрудничества, дополнительные занятия с обучающимися, испытывающими затруднения в учебной деятельности, корректировка рабочих программ по учебным предметам в неурочной деятельности, внедрение в практику преподавания проектной, исследовательской, творческой деятельности, комплекс мер по работе с родителями. Для реализации региональной программы по совершенствованию механизмов управления
качественного образования в Республике Коми разработан и утвержден комплексный план действий, включающий 41 мероприятие по реализации основных задач 9 подпрограмм. Соисполнителями плана мероприятий являются Институт развития образования, Республиканский информационный центр оценки качества образования, наш региональный центр Академия юных талантов. И в 2021 году основными мероприятиями по каждой подпрограмме выступают проведение мониторингов, разработка адресных рекомендаций, разработка и реализация комплекса мер и управленческих решений. Оценка механизмов управления качеством образования в субъектах Российской Федерации проводится Федеральным институтом оценки качества образования по поручению Рособорнадзора. В 2019 году анализ региональных управленческих механизмов проведен по 8 направлениям. По каждому из них от 10 до 17 показателей. Республика Коми тогда в 2019 году набрала 46 баллов из 137 возможных и по итогам заняла 44-45 место среди субъектов Российской Федерации. В 2020 году же в методику включено уже 9 направлений. По каждому из них от 15 до 43 показателей. Направления вы видите на слайде. Республика Коми по итогам оценки механизмов управления качеством образования в 2020 году набрала 232 балла из 321 возможных и заняла 15-17 место среди всех субъектов Российской Федерации. Достаточно существенная динамика. В 2020 году впервые Федеральным институтом оценки качества образования проведена оценка муниципальных механизмов управления качеством общего образования в субъектах с целью выявления степени сформированности и эффективности функционирования системы управления качеством образования в органах местного самоуправления. Среди задач выявление проблемных зон управления качеством образования на муниципальном уровне для последующей организации деятельности по их совершенствованию, определение степени связи региональных и муниципальных систем управления качеством образования, выявление лучших муниципальных практик управления качеством образования для тиражирования их опыта. Случайным образом были отобраны 8 муниципальных образований, на слайде вы их тоже видите. В основе методики все те же 9 направлений, которые были применены в отношении региональной системы управления качеством образования. Критерии оценки позволяют установить согласованность муниципальных целей региональным, определить стратегии развития муниципальных систем управления качеством образования, выявить муниципальные задачи, решение которых обеспечит реализацию поставленных задач, выявить конкретные показатели по каждому направлению, используемые для контроля и реализации поставленных целей, установить источники и способы получения информации при проведении мониторинга показателей, получить данные об образовательных тенденциях в муниципальных образованиях посредством проведенного анализа, получить данные об адресности работы с участниками образовательных отношений, получить данные о способах и конкретных действиях, направленных на совершенствование муниципальных систем управления качеством образования. По результатам анализа муниципальные образования набрали от 2 до 41% от максимального количества баллов. Результаты оценивания должны быть использованы муниципальными органами управления образования для, во-первых, совершенствования муниципальных механизмов управления качеством образования по 9 направлениям, использования инфраструктуры и кадрового потенциала муниципальных систем образования, в том числе через организацию сетевого взаимодействия, распространение лучших практик управления качеством образования на муниципальном уровне и на уровне образовательных организаций. Коллеги, таким образом, повышение качества образования – это важнейшая из задач, стоящих перед системой образования Республики Коми на всех уровнях, начиная от Министерства образования, муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций. Грамотное использование результатов оценочных процедур для совершенствования механизмов управления качеством образования и повышения профессионального мастерства – это актуальные вопросы, стоящие в повестке сегодняшней нашей стратегической сессии. Анализ региональных практик по использованию результатов оценки компетенций работников образовательных организаций позволяет сформировать алгоритмы взаимодействия на основе выявленных профессиональных дефицитов. Сопровождение повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Коми на основе результатов профессиональной диагностики педагогов и исследований качества образования, в том числе по модели ПИЗа и ВПР, выступают одним из инструментов оценки качества образования. Спикеры сегодняшней нашей стратегической сессии, а это Институт развития образования в лице ректора Галины Владимировны Китай-Городской,
наш Республиканский информационный центр оценки качества образования в лице Олега Васильевича и его коллеги определят основные направления, стратегия действий на муниципальном, на школьном уровнях, реализация которых намечена на 2021 год. Спасибо за внимание, коллеги. Елена Владимировна, пожалуйста. Спасибо, Олег Александрович, за очень важное стратегическое выступление, в котором представлена система управления качеством образования. И мы, согласно уже нашей программе, уважаемые коллеги, будем работать с нашими спикерами. И я хочу обратить внимание, что у каждого из вас, сегодня на нашей сессии уже, коллеги, 198 участников, есть возможность задать вопросы в чате и в разделе «Вопросы», которые находятся на верхней панели нашей платформы. Уважаемые коллеги, это для нас очень важно, потому что сегодня мы понимаем, что управление качеством образования – это не только управленческий механизм, а это зона ответственности, конечно, каждого из участников образовательных отношений. И мы, коллеги, приступаем ко второму выступлению, в котором попытаемся очень логично обратить ваше внимание на региональные практики по использованию результатов оценки компетенций работников образовательных организаций. Очень важно, что мы вам представим алгоритм взаимодействия с образовательными организациями. И, конечно же, нам очень важно, чтобы данное выступление, я хочу напомнить, что все презентации у нас будут выложены, вы в конце можете их скачать и в дальнейшем использовать в работе. Конечно, нам очень важно, что сегодня принимают участие в нашей сессии представители управления образований всех муниципальных образований нашей республики, руководители общеобразовательных организаций и коллективы образовательных организаций, педагоги. И я очень рада, что вы пишете в чате, что вы сегодня вместе не только будете слушателями, но активно будете уже внутри организации и обсуждать все те официальные не только проблемы, но и задачи, которые будут рассмотрены. Итак, уважаемые коллеги, я хочу вам напомнить, что сегодня федеральный проект «Учитель будущего» интегрирован в федеральный проект «Современная школа». Мы понимаем, что это решение, оно обосновано тем, что сегодня на уровне Российской Федерации формируется, создается единая система научно-методического сопровождения каждого педагогического работника. Цель данной системы – выстроить индивидуальные траектории для каждого педагога, через которые мы повышаем уровень профессионального мастерства педагогического работника. И вот здесь я хочу внимание обратить, что в центре внимания данной системы каждый педагог. И сегодня на уровне нашей республики, конечно, сформирована система управления оценочными процедурами, как для обучающихся, так и для педагогов. Я хочу напомнить, что Олег Александрович обратил наше внимание, что сегодня мы должны перейти от процедуры оценки к дальнейшему элементу управленческого цикла. Мы должны управлять теми материалами, которые мы получаем после всех диагностических процедур. Действительно, все процедуры, которые сегодня заявлены на уровне республики, это и международные исследования, и, конечно, наши проверочные работы, всероссийские проверочные, республиканские проверочные работы и другие виды работ, они сегодня уже являются основанием для принятия решений на уровне не только Министерства образования, не только Управления образования, а на уровне каждой образовательной организации. Очень важно, что оценочные процедуры для педагогов, начиная с прошлого года, стали обязательными для всех субъектов Российской Федерации.
Конечно, мы знаем, что на уровне международного сообщества международное исследование ТАЛИС, оно все-таки определяло видение, стратегию развития профессионального сообщества. Наши российские исследования диагностируют профессиональные компетенции, выявляют профессиональные дефициты. В этой связи, конечно же, единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников, которая сегодня на уровне Российской Федерации представлена, в конце 2020 года она четко определяет все зоны ответственности. Итак, на уровне Российской Федерации уже сформирована концепция создания единой системы. На федеральном уровне создан федеральный координатор системы сопровождения педагогов. Это Академия Министерства просвещения. На уровне республики в эту систему входит Институт развития образования, Республиканский центр оценки качества образования, республиканские методические объединения. Очень важно, что с точки зрения цикла управления, и на следующем слайде у меня такая информация представлена, мы выявляем уровни управления оценкой компетенций. Все диагностические процедуры 2020 года, которые мы сегодня вам представим, были обозначены через именно данные механизмы, отработанные в каждом субъекте Российской Федерации. А именно, для того, чтобы оценить компетенцию, на уровне каждого субъекта назначается региональный координатор. На уровне далее каждого муниципалитета в нашей республике, это так, назначается муниципальный координатор, который взаимодействует как с региональным координатором, так и с педагогами в каждой образовательной организации своего муниципального образования. Еще один из уровней, который появляется уже в прошлом году, это уровень тьюторов. Да, коллеги, услышала, что звук пропадает. Сейчас. Коллеги, продолжим, наверное, так будет лучше нас слышно. Итак, еще один уровень, который появляется на уровне уже образовательных организаций. Уважаемые коллеги, во всех диагностических процедурах появляется пул тьюторов. Это педагоги, которые заявляются именно как педагоги-тьюторы, которые имеют опыт работы в образовательной организации и опыт работы в методических объединениях и имеют высокую степень сформированности предметных, методических и профессиональных компетенций. Поэтому, уважаемые коллеги, данная модель по уровням управления оценкой компетенций сегодня рассматривается на уровне Российской Федерации как единая модель, которая применяется во всех субъектах Российской Федерации, и в нашем субъекте однозначно она уже принята. Региональный координатор, муниципальный координатор и пул тьюторов. Я хочу внимание обратить, конечно, нам важно, чтобы муниципальных координаторов знали на уровне муниципалитетов по каждой процедуре оценки и знали тех тьюторов, которые сопровождают формирование предметных методических компетенций. Я более подробно на каждой процедуре остановлюсь. Итак, региональная практика использования результатов оценки компетенций работников образовательных организаций, она была уже оценена на уровне Российской Федерации в прошлом году. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проанализировала региональные практики.
Хотим внимание обратить, что наша республика занимает 12 место, и это очень хороший для нас результат, исходя из того, что это было впервые, и мы хотим обратить внимание на те процедуры, которые стали основанием для оценки региональных практик, уже использования результатов оценки. Конечно, это обеспечение нормативно-правовыми актами использования результатов оценки компетенции как на региональном уровне, так и на уровне муниципальных образований. Это использование результатов через формирование актуализировано именно в Республике Коми программ повышения квалификации. Это информация о том, что на уровне данных рекомендаций педагоги Республики Коми повышают квалификацию в своем регионе на основе именно профессиональных дефицитов, которые у них выявлены, а также включены в методические мероприятия, которые основаны на результатах оценки компетенции работника. Очень важно наличие адресных образовательных программ повышения квалификации, которые направлены как раз на устранение выявленных профессиональных дефицитов. И я внимание обращаю на две категории: педагогические работники и руководители образовательных организаций. Итак, мы вам представим первую процедуру, которая состоялась в 2020 году. Диагностика профессиональной компетенции педагогов начальных классов и руководителей образовательных организаций. Федеральным координатором данной диагностики был Федеральный институт оценки качества образования, который разработал методологию и заявил именно о необходимости формирования единой системы оценки качества педагогов и руководителей. Вторая процедура была инициирована Рособорнадзором, в которую были включены представители уже профессионального сообщества, это учителя-предметники. Ну и, конечно, Академия реализации государственной политики, то есть Академия Минпросвещения, которая, начиная с июня 2020 года, сформировала курсы повышения квалификации, через которые были продиагностированы учителя математики, русского языка, физики, химии и биологии. Итак, уважаемые коллеги, начнем с диагностики профессиональных компетенций учителей. Проводили ФИОКа данную диагностику именно на основе двух процедур: анкетирования и диагностических работ. Хочу внимание обратить, что включала в себя анкета. Это не только общая информация об участнике, но и оценка стресса и атмосферы в коллективе, самооценка компетенций в области развития обучающихся, мотивации и дисциплины. Работа направлена на развитие метапредметной компетенций обучающихся, профессиональное развитие наших учителей. Хочу внимание обратить, что в данной процедуре принимали участие все учителя, учителя математики, физики и химии. Процедура проходила в два этапа. На первом этапе диагностику проходили педагоги, которые были заявлены муниципальными координаторами как педагоги, у которых сформированы уже все необходимые профессиональные компетенции. На втором этапе данную процедуру проходили все педагоги математики, физики и химии всех муниципальных образований нашей республики. Работа состояла из 9 позиций. Одномоментно в течение одного дня все педагоги прошли данную диагностику. В том числе, внимание обращаю,
что рассматривались такие процессы, как отбор учебного содержания, формирование универсальных учебных действий, метапредметные технологии, конечно же, предметная подготовка и функциональная грамотность. По всем позициям, которые были продиагностированы, мы получили 5 дней назад результаты по каждому педагогу. ФИОКа в настоящее время обрабатывает данные базы данных, и в феврале вместе с муниципальными координаторами и с участием руководителя ФИОКа будет проведен семинар, на котором очень подробно мы остановимся на всех результатах. Но мы внимание хотим обратить на общий результат. И на первом, и на втором этапе наши педагоги демонстрируют почти синхронные результаты. В основном мы выполняем все процессы, исходя из процедуры диагностики, и находимся на среднем уровне, хотя вы видите по показателям, что и на первом, и на втором этапе у нас есть педагоги, которые находятся на низком уровне формирования предметных методических компетенций. Далее, уважаемые коллеги, более подробно на данном слайде вы можете увидеть, пока не в разрезе муниципальных образований. Но более подробно мы видим, что основная проблема, как заявляет нам ФИОКа, у нас именно в обучении метапредметным навыкам, в методах индивидуального обучения и в навыках в области информационно-коммуникационных технологий. Методическая компетенция, она развита на среднем уровне, но, коллеги, что важно? Все материалы в разрезе каждого педагога и в разрезе всех муниципальных образований. Очень важно, что Федеральный институт оценки качества образования представил результаты и самооценки компетенций в разрезе стажа работы каждого учителя. Обращаем внимание, что учителя со стажем более 40 лет оценивают всегда себя на более высоком уровне. Вы видите тоже такие синхронные позиции, мы тоже обсуждали это с ФИОКа, что действительно у нас в зависимости от стажа и по мотивации, и по методической компетенции, по развитию способностей учащихся, дисциплине одинаковые позиции в зависимости от стажа. Самый низкий уровень самооценки – это у педагогов, стаж которых не более 5 лет. Следующая диагностика, в которой принимала участие Республика Коми, это апробация модели оценки компетенций работников образовательных организаций. В ней уже принимали участие учителя начальных классов и руководители образовательных организаций. Структура методики, она совершенно другая. Она состоит из тестовых заданий и методических задач, кейсов. Очень важно, что для руководителей система аналогичная. Тесты и развернутые задания. Мы получили тоже только в начале года полноценную информацию по всем участникам. Я напомню, что у нас были муниципальные координаторы, и мы готовим очень подробный анализ, потому что все-таки нам представляют большую информацию, то есть это надо обрабатывать именно и работать с большими данными, и мы готовы уже в начале февраля провести очень информационно насыщенную сессию по этим результатам. Какие рекомендации? Они действительно сформированы вот таким образом. Необходимо использовать данные результаты при проведении аттестации педагогов, при проведении аттестации руководителей, тем более вы знаете, что сегодня уже рассматриваются рекомендации по аттестации руководителей, которые
которая уже в этом году будет принята как основание для изменений процедуры аттестации руководителей. Именно через эту процедуру диагностическую были все КИМы и отработаны, и представлены предложения Рособорнадзора по повышению квалификации, в которых представлен перечень программ повышения квалификации как для руководителей, так и для учителей начальных классов. Уважаемые коллеги, мы действительно в этом году в соответствии со всеми рекомендациями определили новый план повышения квалификации на основе именно рекомендаций Рособорнадзора, в которые включены программы, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и с обязательным тестированием входным и итоговым. У нас есть материалы, которые Рособорнадзор передал Институту развития образования, которые можно использовать на каждом курсе повышения квалификации. Сама диагностика профессиональных компетенций педагогов, она выглядит таким образом, что выявлены Рособорнадзором профессиональные дефициты у наших педагогов. Это недостаточный уровень сформированности представлений о системности научных явлений в конкретных предметных областях и темах учебных курсов начальной школы, недостаточное владение ИКТ, а значит неуспешность в анализе и представлении данных в заданной форме, который не позволяет своевременно корректировать учебный процесс, с учетом результатов мониторинга, вовремя выявлять, учитывать особенности развития детей и низкий уровень умений учитывать данные мониторингов образовательных результатов учащихся и вносить изменения в свою деятельность. Именно данные уровня владения компетенцией были продемонстрированы именно на основании заявленной методики. Для руководителей компетенции включали такие профессиональные позиции: управление кадрами, управление ресурсами, управление процессами, управление результатами, управление информацией и базовые когнитивные способности. Проверяли качество и скорость обработки информации и системное мышление. Результаты представлены по руководителям. Обозначу обобщенно рекомендации, которые поступили в адрес Республики Коми. Руководители затрудняются в обосновании принятых решений, демонстрируют слабые аналитические способности, проявляют слабое знание нормативной базы, управление закупками, подходы к оценке качества и недостаточную компетентность в управлении коллективом. Допускаются ошибки при установлении причинно-следственных связей между управленческими решениями и результатами, которые могут быть достигнуты. Затрудняются в установлении последовательности действий и анализе их последствий. И показывают невысокую скорость обработки информации и глубины анализа данной информации. Следующая диагностика, которая тоже в прошлом году была обозначена как основание именно для принятия управленческих решений, она была погружена, причем очень научно обоснована в курсы повышения квалификации, которые являются флагманскими курсами повышения квалификации для всех субъектов Российской Федерации. Это совершенствование предметных и методических компетенций, в том числе в области формирования функциональной грамотности. Уважаемые коллеги, 25% педагогов республики вошли в данные курсы как слушатели. К сожалению, Республика Коми не смогла продемонстрировать высокие результаты из-за низкой ответственности слушателей. К итоговой аттестации приступили только 56% слушателей. Уважаемые коллеги, данные материалы были озвучены, были представлены на уровне коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, и у каждого субъекта был представлен рейтинг
по участию в данных курсах. Уважаемые коллеги, на что я хочу внимание обратить? Что курс был очень значим. В него входили модули по 5 предметов: русский язык, математика, физика, химия и биология. И оценивали не только участие, но и успешность прохождения по данному курсу, который составлял 112 часов. В него входили предметный модуль, методический и модуль по функциональной грамотности. Первоначально на этапе входной диагностики были выявлены профессиональные дефициты. Они были направлены в адрес организаторов курсов для того, чтобы распределить слушателей по модулям. Очень важно, что инвариативным модулем для всех был модуль по государственной политике в сфере образования. В итоговую аттестацию входило более 30 вопросов по данному модулю. Но и в том числе, конечно, требования в ГОС, контроль и оценка, предметное содержание, функциональная грамотность. Это и модуль методический, проектирование урока, методы и технологии обучения, и, конечно, функциональная грамотность, в том числе оценка функциональной грамотности. Внимание обращаю, что на уровне Российской Федерации тоже было спущено, мы вновь говорим об управленческой модели. Региональный координатор взаимодействует с муниципальными координаторами. Это 20 муниципальных координаторов. Выявляются лучшие педагоги, которые в дальнейшем сопровождают слушателей, это тьюторы, и, конечно, наши педагоги, которые через курсы повышения квалификации, а там была диагностика по прохождению каждого модуля, демонстрируют уровень своей успешности. На уровне Российской Федерации, я уже сказала, к сожалению, мы не смогли занять высокую позицию. Внимание обращаю на общую тенденцию, что количество учителей, набравших более 90% правильных ответов на входном тестировании, увеличилось на итоговом в 2 раза. Конечно, это положительный результат. Но исходя из того, что мы не смогли продемонстрировать стопроцентное прохождение итоговой аттестации, как я уже сказала, был обозначен для нас именно как управленческий ресурс, необходимость продолжения сопровождения тех педагогов, которые не приступили к итоговой аттестации. Следующий этап, который находится на контроле нашего министерства и Министерства просвещения, это прохождение этими слушателями итоговой аттестации в марте. И нам вменили в обязанность сопроводить индивидуально каждого из данных педагогов через тьюторов и муниципальных координаторов. Таким образом, вы видите, что данная система оценки профессиональных компетенций педагогов, она сегодня действительно очень методологически выверена в каждой диагностике. Сеть региональных тьюторов сегодня – это тот пул, который в дальнейшем будет подключен ко всем процедурам сопровождения педагогических работников нашей республики. И мы хотим на это внимание обратить. И мы тоже вместе с Академией в феврале запланировали вебинар с тьюторами и с педагогами. Мы получили результаты тоже только вот на прошлой неделе, поэтому мы очень рады, что вы принимаете участие в данной сессии для того, чтобы понять, что по каждой данной диагностике необходимо представить вам подробный анализ в разрезе каждого муниципального образования. Конечно, очень важно, что алгоритм взаимодействия, который мы представляли в региональной программе, он уже вам хорошо знаком. На основе анализа профессиональных дефицитов определяются рекомендации либо в адрес каждого педагога, либо в адрес муниципалитета, в зависимости от каждого вида диагностики, о которых я вам сказала. Разрабатываются программы повышения квалификации, которые являются адресными. На уровне муниципальных органов управления образованием принимаются управленческие решения и согласовываются данные индивидуальные траектории.
и уже педагог включается по дополнительным профессиональным программам в траекторию формирования необходимых профессиональных компетенций, и повторная диагностика, она обязательна. Таким образом, в рамках модели эффективного управления качеством образования система выстроена через мероприятия и события, но сегодня акцент на уровне Российской Федерации все-таки определяется именно через курсы повышения квалификации. Именно курсы повышения квалификации, которые на уровне Российской Федерации являются флагманскими, которые через наш институт, вот в настоящее время Рособорнадзор и ФИОКа тоже будут сопровождать. Вот сегодня это основание для успешности представления результатов наших педагогов на уровне Российской Федерации. Ну, конечно, хочу проанонсировать, что Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, мы ожидаем его открытия уже в этом году в Институте развития образования. Российская Федерация одобрила субъектовую заявку, поэтому, конечно, в том числе через данный центр будут проходить не только все диагностические процедуры, но и обучение управленческих команд, профессиональных сообществ, поддержка педагогов, но самая важная задача – сопроводить, организовать работу с каждым педагогом на основе его индивидуальной траектории. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Нам очень важно, что сегодня вы с нами. Мы говорим об оценочных процедурах, и мы намеренно решили вам представить информацию о 3 новых процедурах для Республики Коми, а именно каким образом сегодня Российская Федерация формирует единую систему диагностики и построения индивидуальных маршрутов. И, конечно, нам очень важно, что далее подключается Олег Васильевич Попов. И традиционно Олег Васильевич, как директор Республиканского информационного центра оценки качества образования, представляет очень важную информацию для каждого педагога, для каждого руководителя образовательных организаций об участии Республики Коми в исследованиях уже качества образования обучающихся. Коллеги, мы передаем микрофон. Спасибо за внимание, и мы ждем с вами встречи на 3 сессиях, которые будут по каждой диагностике уже в феврале. Олег Васильевич, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас на стратегической сессии, посвященной оценке качества образования. В своем выступлении я расскажу о многообразии оценочных процедур и исследований, которые у нас прошли в 2020 году и что нас ждет в 2021. Вот на слайде представлен календарь оценочных процедур на 2020-2021 год. Весной 2020 года у нас были запланированы всероссийские проверочные работы. Но в учебный процесс у нас с вами внес свои коррективы санитарно-эпидемиологическая обстановка, поэтому ППР в марте у нас успели написать только 11-классники по 4 из 6 учебным предметам и учащиеся 10 классов по географии. Все остальные проверочные работы у нас прошли уже осенью 2020 года. А обучающимся 5, 6, 7, 8 и 9 классов выполняли работы по материалам предыдущего учебного года после возобновления учебного процесса осенью. В этот же период у нас с вами проходила и апробация новых усовершенствованных заданий контрольно-измерительных материалов всероссийских проверочных работ. Также осенью республика вошла в выборку субъектов для участия в региональной оценке по модели ПИЗа, в национальном исследовании качества образования, а также в новом международном исследовании РЭЦ. А в конце октября все 10-классники приняли участие у нас в написании региональных проверочных работ. Что нас ждет в 2021 году? Коллеги, по предварительной информации от Рособорнадзора, с марта по май у нас будут проводиться всероссийские проверочные работы 4, 8 и 10, 11 классов. Также будут оставлены дополнительные сроки для проведения ВПР в начале следующего учебного года по аналогии с 2020 годом. Нововведением в 2021 году
станет всероссийские проверочные работы для обучающихся организаций среднего профессионального образования. В предыдущие годы данное направление было, скажем так, необязательным, но с 2021 года все образовательные организации среднего профессионального образования в обязательном порядке примут участие. Сама технология проведения ВПР останется прежней. Текущий учебный год мы начали с ВПР и провели их в параллели 5 и 9 классов по материалам 4, 8 соответственно. В связи со сложившейся ситуацией цели написания ВПР изменились у нас. И после периода дистанционного обучения и каникул необходимо было провести стартовую диагностику, выявление пробелов в знаниях обучающихся для корректировки учебных программ на 2020-2021 учебный год. Институтом стратегии развития образования Российской академии образования были разработаны методические рекомендации по организации образовательного процесса в образовательных организациях на уровне основного общего образования на основе результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года. Во всероссийских проверочных работах у нас приняли участие 264 школы из всех муниципалитетов, в том числе 7 государственных образовательных организаций. Общая численность участников превысила 38 тысяч человек. На данный момент всероссийские проверочные работы остаются самой массовой процедурой как на территории республики, так и на уровне федерации в целом. Республика вошла в число 11 регионов по апробации усовершенствованных заданий контрольно-измерительных материалов. Они включали в себя задачи по развитию финансовой грамотности, задачи по популяризации проблем безопасного использования современных информационных технологий. При этом спецификация работ остались прежними, их структура не поменялась. 2 школы в республике у нас приняли участие, это лицей народной дипломатии города Сыктывкара и СОЖ села Айкино. В участие приняли обучающихся 5, 9 и 11 классов. Выполняли они задания в общей сложности по 10 учебным предметам. Подобные задания ранее уже встречались в ВПР по отдельным классам предметам, но в меньшей степени. Банк заданий всероссийских проверочных работ с каждым годом расширяется и включает в себя все более практикоориентированные задания. На слайде приведены примеры заданий из работы для 9 класса по математике. В задаче 7 требуется рассчитать стоимость отправления посылки с заданными размерами и весом. А в 15 задании нужно вычислить длину хомута, необходимого для замены сломанной детали в автомобиле. Региональная оценка по модели ПИЗа. ПИЗа – это международное сопоставительное исследование качества образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки учащихся школ в возрасте 15 лет по направлениям естественно-научная, математическая и читательская грамотность. В соответствии с методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденной приказом Рособорнадзора, ежегодно проводятся региональные оценки по модели ПИЗа на выборках в 14-15 субъектах Российской Федерации. Выборка участников внутри каждого субъекта является репрезентативной. По субъекту включается ориентировочно от 75 до 150 образовательных организаций общего образования и среднего профессионального образования. Республика приняла участие в региональной оценке по модели ПИЗа осенью 2020 года. Более 2500 обучающихся из 74 школ из Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа вошли в число участников. Подробнее на этой теме становится следующий докладчик Галина Рубцова. Социологический опрос одновременно проходил вместе с моделью ПИЗа. В участие принимали 3 категории респондентов. Это обучающиеся в образовательных организациях, родители, а также работники образовательных организаций. Опрос направлен был на оценку вовлеченности обучающихся в образовательный процесс, удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования, на оценку востребованности результатов образования, а также на выявление факторов, определяющих степень удовлетворенности и востребованности общего образования.
Социологические опросы проводились с помощью онлайн-анкетирования. В октябре 2020 года были проведены региональные проверочные работы по учебным предметам русский язык и математика, в которых приняли обучающиеся 10 классов республики, которые не прошли государственную итоговую аттестацию по завершению обучения в 9 классах по причине сложившейся обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому целью проведения региональных проверочных работ явилось получение объективной информации об уровне освоения обучающимися 10 классов образовательных программ основного общего образования по учебным предметам математика и русский язык. Более 3700 десятиклассников из 194 школ, включая 4 государственные образовательные организации, приняли участие в написании этих работ. На данный момент уже подготовлены статистико-аналитические материалы по результатам проведения региональных проверочных работ для использования в работе на региональном и муниципальном уровнях. Вот некоторые примеры заданий представлены по математике, включающие в себя уже, скажем так, метапредметный и личный, жизненный характер. Но подобные задания вызвали наибольшее затруднение у обучающихся. Вероятно, причиной низкого уровня выполнения данных заданий, скорее всего, послужила их непривычная форма и формат. Национальные исследования качественного образования проводятся в целях развития единого образовательного пространства в Российской Федерации и совершенствования общеобразовательной системы оценки качества образования. В 2020 году НИКО проходили в части достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах. Технология проведения исследования основана на компьютерном тестировании с использованием электронных форм с интерактивными элементами для ввода ответов. Задания диагностической работы и вопросы анкеты демонстрируют участнику исследования на экране компьютера. От республики в число отобранных для участия школ вошли 12 образовательных организаций из Сыктывкара, Буктыла, Сосногорска, Усинска, Кайгородского, Прилузского и Сагдыгинского районов. Более 1300 школьников стали участниками данного исследования. Далее приведено несколько примеров заданий НИКО для 6 и 8 классов. Задание номер 15 предлагало рассмотреть изображение памятника и ответить на вопросы, какому событию посвящен памятник и какие правила нужно соблюдать при посещении такого памятника. Задание номер 10 предлагалось проанализировать изображенную фотографию и ситуацию, и объяснить, что это за ситуация и что могло стать причиной такой ситуации. И завершающее задание было записать фамилию и род занятий каждого изображенного на фотографиях человека. РЭЦ. Совместный проект Международной ассоциации по оценке учебных достижений, ЮНЕСКО, Европейской комиссии, Австралийского совета по исследованию в области образования. Исследование разработано с целью оценки последствий, вызванных сбоем в образовательном процессе во время пандемии COVID-19, а также для освещения проблем, связанных с предоставлением образования на качественном уровне во время закрытия школ. Ну и в завершении своего выступления, коллеги, хотелось остановиться на отдельных направлениях развития мероприятий по оценке качества образования. С каждым годом количество оценочных процедур растет, увеличивается охват исследуемых областей, в число которых входят предметные и метапредметные компетенции, функциональная грамотность, личностные достижения. Формат проведения данных исследований все чаще подразумевает использование компьютерных технологий. В то же время процедуры не ограничиваются оценкой учебных достижений школьников. Проводятся социологические опросы и исследования, собирается обратная связь от всех участников образовательных отношений. Все это, коллеги, позволяет нам при правильной интерпретации результатов с учетом разных точек мнения оценить уровень качества образования и определить дальнейшие пути решения. Спасибо большое. Спасибо, Олег Васильевич. Уважаемые коллеги, итак, мы говорим об оценочных процедурах
которые сегодня служат основанием для принятия управленческих решений. И в продолжении выступления Олега Васильевича Галина Михайловна Рудцова подключается к нашей сессии, и Галина Михайловна представит региональную оценку по модели ПИЗа «Опыт Республики Коми». Галина Михайловна, вам слово. Спасибо, Галина Владимировна. Уважаемые коллеги, добрый день. Всех рада приветствовать. И я вам расскажу сегодня об очень важном и очень интересном исследовании, которое проводилось в республике в октябре-ноябре 2020 года. Региональная оценка по модели ПИЗа. И начну с такой предыстории, нормативной основы. Вхождение Российской Федерации, как известно, в десятку стран мира по качеству образования – это одна из приоритетных целей на ближайшие годы. И Россия уже имеет многолетний опыт участия в международных различных исследованиях качества образования, таких как PISA, PIRLS и TIMSS. Для реализации майского указа президента и в рамках нацпроекта образования была разработана и утверждена методология и критерии оценки качества общего образования в школах. Эксперты основывались на практике как раз-таки международных сравнительных исследований качества подготовки обучающихся. Эта методология включает в себя целый комплекс различных мероприятий, в числе которых как раз-таки и есть однократное участие каждого региона в оценке по модели ПИЗа, так называемая региональная оценка по модели ПИЗа. И каждый регион в период с 19 по 24 годы примет в ней участие. Почему же именно исследование ПИЗа стало таким неким ориентиром? Ну, во-первых, ПИЗа охватывает наиболее широкий спектр различных направлений подготовки обучающихся и в наибольшей степени соотносит результаты с успешностью, образовательные результаты с успешностью выпускника в будущей реальной жизни. С другой стороны, именно в исследовании ПИЗа Россия не входит в десятку стран-лидеров по результатам данного исследования, лишь немного превышая средние показатели среди всех стран-участников проекта. Итак, что же из себя представляет исследование ПИЗа? Это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, которая отвечает на вопрос, обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, которые получили обязательное общее образование, знаниями и умениями, которые им необходимы для дальнейшего полноценного функционирования в человеческой деятельности в современном обществе, для решения задач, которые связаны с социальными отношениями, общением и другой деятельностью человека. Данная программа реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития. Исследование проводится начиная с 2000 года, циклично, один раз в 3 года. Участниками исследования являются обучающиеся 7-11 классов, которые достигли возраста 15 лет 3 месяцев, но не превосходят 16 лет 2 месяцев. Организаторы этого международного исследования ПИЗа разработали специальный инструментарий. Это инструмент такой оценки качества образования под названием ПИЗа для школ. Проведение оценки, региональной оценки по модели ПИЗа как раз-таки основано на этом решении. Каковы ключевые особенности исследования ПИЗа для школ? Ну, во-первых, процедура организации и проведения данного исследования аналогичны оригинальному исследованию ПИЗа, но позволяют проводить исследования и получать данные вне расписания международных циклов. Участники выполняют задания на компьютере, что, кстати, характерно для всех последних этапов международных сравнительных исследований. Также одной из особенностей является возможность использования банка заданий ПИЗа и получения результатов в соответствии с единой шкалой исследования ПИЗа. Исследование ПИЗа для школ позволяет получать данные, которые сопоставимы с результатами исследования ПИЗа по традиционным для него направлениям: математическая, естественно-научная и читательская грамотность. Помимо проведения когнитивного теста, данный проект собирает много контекстной информации, которая позволяет определить
именно те характеристики и факторы, которые влияют негативно или же, наоборот, позитивно на результаты обучения. Ежегодно процедуры региональных оценок по модели ПИЗа включают в себя регионы, выборки регионов, 14-15 субъектов Российской Федерации. В 2020 году как раз в выборку попала Республика Коми. Выборка участников внутри каждого субъекта является репрезентативной по региону. Составляется она специалистами, международными специалистами как раз Организации экономического сотрудничества и развития и включает в себя от 75 до 150 образовательных организаций общего образования и среднего профессионального образования. Что касается Республики Коми, вот 75 образовательных организаций приняли участие в региональной оценке по модели ПИЗа из 19 муниципалитетов. Только школы Вуктыла у нас не попали в эту выборку. Городские образовательные организации были представлены 44 муниципальными школами, лицеем при СГУ и Сыктывкарским гуманитарно-педагогическим колледжем общей сложностью более 2000 участников. И дополняли выборку более 500 участников из 29 сельских школ. В процессе исследования были задействованы следующие категории специалистов. Это региональный координатор, и в каждой образовательной организации назначались школьный координатор, организаторы в аудиториях и технический специалист. Также присутствовали наблюдатели регионального и федерального уровня. Остановимся на таких важных особенностях данного исследования. Ну, во-первых, обязательным условием проведения исследования является обеспечение информационной безопасности материалов исследования. Конфиденциальность в рамках исследования ПИЗа для школ играет очень большую роль и обеспечивает получение надежных и объективных результатов. В каждой аудитории, помимо организатора, в аудитории присутствовал наблюдатель федерального или регионального уровня, причем наблюдателям и организаторам строго запрещалось смотреть на экраны компьютеров во время выполнения участниками тестирования. И все участники, все специалисты, задействованные при подготовке и проведении исследования, обязаны были подписать соглашение о неразглашении. Второе не менее важное условие – это строгое следование именно стандартизированным процедурам проведения исследования. Инструктаж участникам проводился с слова в слово организаторами. Необходимо также было заранее утвердить расписание и время начала всех сессий и фактически ему следовать. Также все действия с программным обеспечением отображались в онлайн-мониторинге. Для предотвращения и устранения технических неполадок и сбоев во время исследования присутствовали технические специалисты, и общий контроль был организован со стороны школьного координатора на всех этапах от подготовки до проведения. Безусловно, проведению предшествовал очень трудоемкий этап подготовки к исследованию. В первую очередь, конечно, необходимо было заполнить отчеты для формирования внутришкольной выборки участников. Затем была такая очень трудоемкая техническая подготовка. Во время исследования использовалась специальная программа Jenison Replay, и каждой образовательной организации предстояло проверить все компьютеры и ноутбуки, отобранные для проведения исследования, во-первых, на соответствие минимальным техническим требованиям, во-вторых, на соответствие скорости подключения интернета заданной, и, что самое сложное, конечно же, это на каждом компьютере необходимо было провести диагностику совместимости данного устройства с указанной программой. На этапе проверки компьютеров возникало у нас очень много проблем, конечно. Чаще всего либо компьютеров не хватало, либо они не соответствовали техническим требованиям. В ряде школ скорость интернета не соответствовала минимальной необходимой. И, к сожалению, стоит отметить, что не все специалисты ознакомились в полном объеме своевременно с инструкциями. Само исследование состояло из двух частей. Сначала участникам предлагалось выполнить тест, а затем заполнить анкету.
Тест представлял собой набор произвольно подобранных вопросов в количестве от 57 до 62, в разных работах по-разному. Анкета для участников включала в себя вопросы о социальных и эмоциональных навыках обучающихся, об их отношениях в школе и семейном окружении. Для прохождения теста предоставлялось ровно 2 часа. Затем был обязательный перерыв для всех участников, и одновременно все участники приступали к написанию анкеты. По времени не были ограничены. И после завершения в рамках исследования ПИЗа с помощью анкеты для администрации проводился опрос директоров, тоже в онлайн-форме. Как проходило исследование? Ну, во-первых, каждая школа могла выбрать формат, в котором она будет проводить это исследование. Либо онлайн, если с интернетом на всех компьютерах все в порядке, либо офлайн. В режиме офлайн проведение было на компьютерах без интернета, но один компьютер требовался для того, чтобы перенести все результаты, все ответы участников и синхронизировать для отправки вот на платформу исследования. Количество дней и сессий проведения исследования, конечно, зависело и от численности выборки участников, и от технических возможностей, то есть количества компьютерных классов. В один день можно было проводить не более 2 сессий и в строго фиксированное время, либо в 9 утра, либо в 13:30. Какие проблемы были непосредственно во время исследования? Ну, конечно, чаще всего были проблемы с программой, она могла вылететь, нужно было перезапустить и продолжить работу в онлайн-режиме. Бывали случаи, когда компьютеры выходили из строя. Конечно, с интернетом не всегда все хорошо, но программа предусматривала, даже если при выполнении участником теста отключался интернет или связь была нестабильная, ребенок продолжал работу в режиме офлайн, и ответы сохранялись все, и потом также синхронизировались, как для офлайн-режима. Также очень часто возникали ошибки при загрузке и синхронизации результатов. Приходилось делать это повторно. Мы, как организаторы, как координаторы регионального уровня, отслеживали выполнение и загрузку ответов для каждой школы по завершению. И исходя из анализа протоколов наблюдателей, на уровне республики были зафиксированы следующие нарушения. К сожалению, без них тоже не обошлось. Наиболее часто это организатор в аудитории помогал обучающимся отвечать на вопросы тестирования. Организатор в аудитории не следовал сценарию проведения исследования. Например, ошибочно были выданы пароли и логины для анкетирования. Сначала, как мы помним, исследование начинается именно с тестирования. То есть это тоже порядок нарушать нельзя было, но такие случаи были. И иногда отсутствовал контроль дисциплины участников исследования. Специфика данного проекта предполагала отсутствие как таковых муниципальных координаторов. Конечно, мы работали с нашими специалистами в управлениях образования, но тем не менее 75 образовательных организаций, мы были практически со всеми на связи. Наталья Владиславовна Пыстина, вот наш специалист, и я. И, конечно, мы за это время работы собрали некую обратную связь. Самые популярные вот такие отзывы мы вынесли на слайд. Безусловно, больше всех вопросов вызвала сложная техническая подготовка к исследованию и очень сжатые сроки проведения. Именно подготовки, то есть инструкции приходили довольно-таки оперативно, и сроки стояли довольно-таки сжатые. Детям также тяжело было работать за компьютером такое продолжительное время, все-таки 2 часа на выполнение теста. Да, предусматривался перерыв, 5-минутный можно было устроить на усмотрение школы, организаторов. Вот, но тем не менее, все равно сидеть перед компьютером практически 2 часа – это очень тяжело. И учителей, конечно, заинтересовало данное исследование, и очень востребовано был бы открытый банк заданий ПИЗа. Но на самом деле на уровне федерации сейчас разработан портал с открытым банком заданий по функциональной грамотности. Я думаю, что в ближайшем будущем доступ будет у всех школ. И что касается детей, то, конечно,
были два противоположных отзыва. Кому-то задания понравились, кому-то не понравились. Для кого-то формат вызвал трудности. Это все-таки непривычные задания, практикоориентированные. Формулировки такие мы используем в учебном процессе крайне редко. Поэтому, конечно, детям все это было непривычно. Мгм. Ну и, конечно, нас всех больше всего волнуют теперь уже после проведения исследования результаты. Помимо таких масштабных федеральных задач, которые преследует данный проект, исследование имеет важное прикладное значение, притом для всех участников образовательных отношений и в особенности, конечно, для школ. Оно позволяет выявить те факторы, которые связаны с уровнем образовательных результатов, и изучить причины успешности или неуспешности тех или иных результатов, а также обнаружить те практики, которые приводят к высоким результатам. Одним из заметных результатов оценки по модели ПИЗа предыдущего года стал вот запуск как раз проекта адресной методической помощи, или так называемый 500+, который предлагает практические меры в ответ на риски снижения образовательных результатов. Вот на слайде указана ссылочка на материал этого проекта. По итогам По итогам завершения проекта организаторы формируют отчеты, которые представлены на слайде, но подготовка занимает порядка полугода, подготовка этих отчетов. Поэтому вот ждем, конечно, в ближайшее время с нетерпением их. Во-первых, будет аналитический отчет под названием «Результаты региональной оценки по модели ПИЗа 2020 год». Региональный отчет «Ваш регион в сопоставлении с результатами мировых образовательных систем». И, к сожалению, вот не для всех, но тем не менее для некоторых школ будет подготовлен отчет «Ваша школа в сопоставлении с результатами мировых образовательных систем». Почему не для всех? Индивидуальные отчеты направляются только в те школы, в которых было не менее 42 валидных участников. Что такое валидный участник? Это обучающийся, который ответил хотя бы на один вопрос когнитивного теста, а также в анкете указал свой год рождения, пол и профессии родителей, род занятий родителей. Что же будет содержаться в данных отчетах? Это результаты по тем направлениям, по 3 направлениям заявленным: читательской, математической и, естественно, научной грамотности, результаты учащихся по уровням грамотности, по гендерным признакам, влияние мигрантского происхождения учащихся на их успеваемость, разница в результатах учащихся с самыми высокими и самыми низкими результатами, в сельской и городской местности, дошкольное образование и результаты учащихся, социально-экономический статус и результаты учащихся, а также результаты региона именно в контексте, социально-экономическом контексте Российской Федерации. Вот здесь на слайде представлены ссылочки на задания, примеры заданий ПИЗа 2015 года. Вот презентации, которые будут направлены вам, которые можно скачать, вы можете по ним пройти и просто посмотреть, ознакомиться с форматом проведения заданий по вот как раз ПИЗа. Очень интересно, я думаю, что и педагогам, и детям вот такая вот подобный материал, скажем так. И в завершении я хочу, конечно, прежде всего поблагодарить специалистов управления образования за проделанную работу, но отдельной благодарности, конечно, заслуживают директора, заместители директоров школ, технические специалисты и, конечно, педагоги. Просто хочется сказать большое спасибо за ответственность, за терпение, за то, что в такие сжатые сроки, вот эти вот получение инструкций в самый последний момент мы с вами справились, качественно провели исследования, несмотря на некоторые шероховатости, которые возникали, но тем не менее. И со многими из вас мне посчастливилось общаться лично в рамках проведения и подготовки к данному проекту. Я просто поэтому знаю, сколько сил вы вложили в проведение данного исследования. Теперь нам осталось дождаться результатов, отчетов, и как только мы их получим, мы обязательно проведем совещание, наверное, тоже в режиме ВКС, и их озвучим. На этом я завершаю. Желаю всем благополучного и продуктивного продолжения учебного года. Если есть какие-то вопросы, могу ответить.
Спасибо, Галина Михайловна. Уважаемые коллеги, есть возможность задать вопросы. Мы, к сожалению, в чате вопросов сейчас не видим, что вы задавали. Мы понимаем, что действительно это стратегическая сессия, но у вас есть возможность в течение еще, наверное, 30 минут все-таки вопросы в адрес наших спикеров обозначить. Конечно, очень важно, что целый блок мы посвятили исследованиям качества образования обучающихся. Сегодня на уровне Российской Федерации данная модель уже рассматривается как обязательная модель для принятия важных управленческих решений. И нам очень важно, что мы на нашей сессии как раз с вами рассматривали сегодня и обучающихся, и педагогов. И я уже говорила, что если диагностика педагогов на федеральном уровне, она для нас сегодня является первым этапом осознания того, что сегодня на контроле индивидуальные маршруты каждого педагога и совершенствование их профессиональных компетенций, и уже на уровне Российской Федерации, Республики Коми рассматриваются модели сопровождения педагогов, то, конечно, мы понимаем, что вся аналитика по исследованиям качества образования обучающихся, конечно, является основанием для того, чтобы на уровне каждой организации принять те решения, которые необходимы для повышения качества образования. И я вижу, у нас есть вопрос. Уважаемые коллеги, это вопрос, связанный с проектом, который ранее носил наименование «Школ с низкими образовательными результатами». О нем говорила уже Галина Михайловна, и в первом выступлении Олег Александрович как раз заявил о том, что наша республика входит в этом году в проект 500+. Действительно, Министерство просвещения Российской Федерации уже направило в адрес нашего министерства список школ, которым уже на уровне Российской Федерации рекомендовано принять участие в проекте 500+. Данный проект имеет новую методологию с учетом, конечно, тех научно-методических подходов, которые уже были отработаны на уровне и республики. В течение ближайших 2 недель будут назначены муниципальные координаторы. Мы будем сопровождать данный проект на уровне республики управленческой командой. Проект имеет специфику управленческую, он другой с точки зрения сопровождения школ, не методического, а именно с точки зрения управленческого сопровождения. Поэтому, уважаемые коллеги, мы понимаем, что нам предстоит действительно сегодня осознание, что уже на уровне Российской Федерации выделяется 2 группы школ, и сегодня это школы, которые имеют как базовый индекс неуспешности, так и высокий индекс неуспешности. Поэтому, коллеги, сейчас я не буду подробно об этом говорить. У нас будет отдельная сессия ВКС, скорее всего, где мы представим данный проект и новые управленческие подходы. Поэтому вот на вопрос, можно мне еще раз вопрос? Немножко, да. По поводу, по каким критериям будет определяться образовательное учреждение, попадающее под статус, находящееся в неблагоприятных социальных условиях, сразу хочу сказать, если в предыдущие годы республика сама определяла данные школы, которые принимают участие в проекте, то в этом году список школ уже направлен, это было 2 дня назад, в адрес министерства. И специфика отбора, она связана со всеми оценочными процедурами, в том числе на основе исследования качества образования обучающихся и наших педагогов.
Вот таким образом сегодня подходит Российская Федерация, поэтому мы понимаем, что сегодня в центре внимания весь спектр оценочных процедур. Вы знаете, что на уровне Российской Федерации для каждого субъекта уже определяется индекс образования. Наша задача всем вместе понять наши задачи по повышению индекса образования. Поэтому, уважаемые коллеги, сегодня в рамках сессии мы еще раз вам напоминаем, какие оценочные процедуры становятся на уровне республики основанием для принятия управленческого решения на уровне Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, на уровне каждого муниципалитета и на уровне каждой образовательной организации. Коллеги, вопросы вы можете еще задавать, но я не вижу вопросов. Может быть, чуть ниже. Мгм. Да, вопросов нет. Коллеги, ну, можно задавать, но я сразу хочу сказать, уважаемые коллеги, Олег Васильевич, Галина Михайловна сказали, что, конечно, по итогам, когда будут развернутые отчетные материалы, всегда проводятся ВКС, на которых подробно рассматривается. Аналогично и мы ожидаем подробного анализа, но мы уже запланировали на февраль с коллегами из Федерации 3 ВКС по результатам диагностики руководителей, по результатам диагностики учителей математики, химии, физики и учителей начальных классов. И, конечно, по участию во флагманском проекте Министерства просвещения, потому что этот проект находится на контроле министра просвещения Российской Федерации, и итоговая аттестация наших педагогов сейчас это одна из важнейших задач, ее успешность для всего сообщества, которое принимало участие в этих флагманских курсах. Итак, уважаемые коллеги, мы переходим уже к следующему блоку. Спасибо, Олег Васильевич, Галина Михайловна. Очень важно, что мы действительно сегодня видим управленческую команду. И сразу анонсирую, что отдельно ВКС, вот мы проговорили с Олегом Александровичем, у нас будет по всероссийским проверочным работам. Аналитика уже подготовлена, поэтому сегодня мы решили завершить уже представлением региональной модели, нашей республиканской модели сопровождения, повышения профессионального мастерства педагогических работников. Данная модель уже на уровне Российской Федерации обозначена, представлена, и в ней как раз заложены те инструменты, которые сегодня рассматриваются как инструменты сопровождения педагогов, руководителей и системы образования на основе оценочных процедур. Я передаю слово Марии Анатольевне Гамовой, проректору по научно-методической работе нашего института. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы с вами говорим о том, как выстраивается сопровождение профессионального мастерства педагогических работников Республики Коми на основе результатов этих оценочных процедур, о которых сегодня уже шла речь. Да? Оценочные процедуры для обучающихся и диагностика профессиональных дефицитов педагогов. Наша республиканская модель выстраивается, конечно, на основе федеральных подходов. Сегодня уже сформировалась национальная система профессионального роста педагогических работников и управленческих кадров, в которой важное внимание уделяется формированию эффективной системы повышения профессионального мастерства и квалификации педагогических работников, а также расширения спектра возможностей их профессионального и карьерного роста. Для повышения уровня профессионального мастерства и квалификации учителям на уровне федерации предлагается получение непрерывной методической помощи в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников образовательных организаций. Конечно, эту систему сопровождает Институт развития образования, в том числе и наш Коми-республиканский институт развития образования, который предоставляет возможности прохождения профессиональной переподготовки и повышения уровня профессионального образования. Также учителя имеют возможности участвовать в различных профессиональных конкурсах и обучаться на курсах повышения квалификации в различных организациях. Кроме того, педагогам предоставляется возможность участвовать в деятельности профессиональных общественных ассоциаций педагогических работников, которые
в том числе на уровне федерации, организуются и на базе педагогических университетов. Участвовать в деятельности методических команд на школьном, на муниципальном, на региональном уровне. То есть работать методистом в рамках уже новой квалификационной категории. А также педагоги могут принимать участие в экспертной деятельности как на муниципальном, так и на региональном и федеральном уровнях и работать наставниками молодых специалистов или студентов в рамках регулярной практики. Сегодня существуют определенные механизмы стимулирования профессионального роста педагогов. Это и обновление системы квалификационных категорий, введение новых категорий квалификационных учитель, методист, учитель, наставник. Это и модернизация системы аттестации педагогических работников с учетом апробации вот уже этой новой, обновленной системы квалификационных категорий. Это, конечно же, разработка и внедрение системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях. Эту деятельность мы с вами уже запустили на территории Республики Коми, и активно эти процессы идут в образовательных организациях. И, конечно, это организация проведения конкурсов профессионального мастерства педагогов. Коми Республиканский институт развития образования запланировал более 30 разнообразных конкурсов профессионального мастерства, в которых мы, конечно, приглашаем вас принять участие. Сегодня мы говорим о том, что непрерывное образование педагогических работников предполагает повышение уровня профессионального мастерства как в процессе освоения программ профессионального образования, высшего, среднего, дополнительного, так и программ краткосрочных обучающих мероприятий. Это участие педагогов в различных семинарах, вебинарах, мастер-классах, участие в работе профессиональных ассоциаций, обмен опытом и лучшими практиками. В том числе все это происходит с использованием дистанционных образовательных технологий. И главное отличие непрерывного образования в том, что это образование в течение всей жизни. В этот процесс включаются и горизонтальное обучение, и стажировки, и участие в профессиональных ассоциациях. Далее мы демонстрируем вам основные механизмы построения персонифицированных и индивидуальных контентов для каждого педагога нашей республики. Прежде всего мы опираемся на результаты внешних оценочных процедур наших обучающихся, мы выявляем типичные ошибки обучающихся при выполнении оценочных работ, выделяем трудности при выполнении заданий и определяем затруднения педагогов в определении проверяемых предметных и метапредметных умений. А также мы анализируем результаты аттестации и профессиональной диагностики педагогов, выявляем уровень их предметных и методических компетенций, коммуникативных компетенций, учитываем по итогам аттестации профессиональные и деловые качества, результаты профессиональной деятельности и формируем рекомендации по совершенствованию профессиональной квалификации, определяем направленность, необходимую для каждого конкретного педагога, тех или иных программ дополнительного профессионального образования. И далее формируются уже для каждого педагога индивидуальные образовательные траектории, которые могут в себя включать обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, участие в семинарах, информационных проектных сессиях, мастер-классах, и завершается это повторной диагностикой профессиональных компетенций. В данном случае представлены, например, результаты диагностики профессиональной компетенции учителей, проводимой Федеральным институтом оценки качества образования. Вы видели данную диаграмму в презентации Галины Владимировны. И на основе результатов диагностики профессиональной компетенции мы формируем индивидуальные образовательные траектории для каждого педагога. Тематика семинаров, мастер-классов, тренингов определяется теми потребностями в профессиональном развитии, теми профессиональными дефицитами, которые выявились в ходе диагностики. А далее обязательно мы формируем программу повышения квалификации как в области методической подготовки, так и в области предметной подготовки. Это вот тот заказ, тот тренд Федерации, чтобы обязательно программы в области предметной подготовки включались в индивидуальные образовательные маршруты. По итогам идет повторная диагностика и затем посткурсовое сопровождение. И в этом процессе, конечно, очень важна роль тьюторов, которые будут включаться и уже включаются в содержание, в отработку содержания обучающих мероприятий. И также велика роль муниципальных организаторов, которые будут взаимодействовать непосредственно с нашим институтом и непосредственно с образовательными организациями на уровне муниципалитета. Сегодня существует заказ на то, чтобы программы, которые мы предлагаем для педагогов, для повышения квалификации, были направлены на развитие компетенций. Прежде всего, это предметные компетенции, то есть знания по преподаваемому предмету.
Это методические компетенции, то есть компетенции в области применения педагогических технологий, форм, методов организации учебной деятельности. Очень важный аспект – это психолого-педагогические компетенции, да, потому что особенности возрастной физиологии, возрастной психологии, они накладывают свой отпечаток на возможности применения тех или иных педагогических технологий. Да? И, конечно, это знание педагогической психологии, как воздействие того или иного метода обучения на психологическую структуру ребенка осуществляется. Это тоже очень важно педагогу знать и тем самым совершенствовать свои профессиональные компетенции. Здесь мы предлагаем также не просто работу, да, непосредственно на площадке института, но и стажировки на базе стажировочных площадок и горизонтальное обучение педагогов в рамках образовательных организаций. И также важным трендом является формирование коммуникативных компетенций, то есть компетенции в области воспитательной работы, технологий, формы, методы решения воспитательных задач. Один из проектов, который мы реализуем уже с 2017 года, который основан именно как раз на учете результатов оценочных процедур обучающихся, является проект «Адресная методическая поддержка школ в достижении предметных результатов по учебным предметам». Мы проанализировали трудности, которые возникают у обучающихся при выполнении заданий ОГЭ и ЕГЭ, разработали 27 модулей программы по всем предметам, по которым ребята сдают итоговую государственную аттестацию. И практически большинство модулей было нами апробировано. На сегодняшний день обучение по программе прошли уже более 900 слушателей. Это учителя-предметники. И в числе этих слушателей также много участников проекта «Эффективная школа», то есть учителей, работающих в школах с низкими образовательными результатами, функционирующих в сложных социальных условиях. Также специфика этих программ в том, что в качестве преподавателей мы привлекаем председателей экспертных комиссий ОГЭ и ЕГЭ республиканского уровня, экспертов, преподавателей вузов и, конечно, это педагоги практики. Все программы повышения квалификации, которые реализует институт, основываются на практикоориентированном характере, включают в себя не только лекции и практические занятия, да, но и стажировки, мастер-классы, тренинги и так далее. Мы актуализируем содержание образовательных программ ежегодно. Буквально в 2020 году мы актуализировали более 80% наших программ повышения квалификации. Все они соответствуют требованиям образования взрослых, направлены на выявление и устранение профессиональных дефицитов педагогов. Модульный принцип реализации программ позволяет организовать индивидуальный образовательный маршрут, то есть педагоги сами могут выбирать модули программ. Галина Владимировна уже анонсировала, следующий слайд, пожалуйста, создание на базе нашего Института развития образования Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Именно этот центр будет как раз заниматься реализацией вот этих вот индивидуальных образовательных траекторий для педагогов Республики Коми. Также очень важный момент, очень важный механизм для реализации индивидуальных образовательных траекторий – это республиканские модели наставничества. Сегодня в республике действует проект «Молодые педагоги», проект «Эффективная школа», «Опорная школа», проект «Открытое образование», «Цифровое неформальное образование». И на проекте «Молодые педагоги» хотелось бы остановиться чуть подробнее. Вот буквально сегодня параллельно проходит у нас информационная сессия для молодых педагогов. Проект «Молодые педагоги» направлен на повышение методической компетентности молодых педагогов за счет того, что мы организуем с ними адресную-методическую работу. У педагогов есть возможность принимать участие и в образовательных мероприятиях, например, таких как хакатон «Учитель будущего», это диалоги, стратегии к структуре и содержанию, повышению качества образования, День молодого педагога, а также педагоги принимают участие в республиканских конкурсах, например, «Первые шаги», конкурс «Эссе» и республиканском фестивале «Молодые молодые». А наставники молодых педагогов демонстрируют свои лучшие практики взаимодействия с молодыми педагогами, организации наставничества образовательных организаций. Таким образом, мы можем говорить, что сегодня уже сложилась вот такая система профессионального роста педагога Республики Коми. Это вот наше дерево, которое посадил Криро. Корни, да, исходят из образовательных потребностей, профессиональных дефицитов педагогов. Ствол образует программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, то есть это уровень формального образования. Далее
Педагогам предлагается участие в вебинарах, семинарах, прохождение открытых онлайн-курсов, участие в работе методических объединений, профессиональных конкурсах. И как результат, вот мы видим, пышным цветом, да, расцветает компетентность педагогов, предметная, методическая, психолого-педагогическая и коммуникативная компетентность. Основные информационные ресурсы, на которых можно найти актуальную информацию о программах, которые выступают как удобный инструмент для подачи заявки в онлайн-режиме, где можно осуществлять поиск программ по категориям слушателей, по дате начала занятий, найти календарный план курсовых мероприятий. Это сайт повышения квалификации и сайт программ профессиональной переподготовки. Точкой входа ко всем образовательным событиям является наш сайт, сайт Коми Республиканского института развития образования. Уважаемые коллеги, у меня все. Если у вас есть вопросы, мы готовы на них ответить. Конечно, мы приглашаем вас к участию в наших мероприятиях. Буквально в ближайшее время мы направим в муниципалитеты графики наших мероприятий для руководителей, для педагогов, для учителей-предметников, а также графики мероприятий, составленных по результатам диагностики профессиональных дефицитов. Вопросов нет? Я тогда передаю слово Галине Владимировне. Спасибо, Мария Анатольевна. Уважаемые коллеги, мы подходим к завершению нашей стратегической сессии. Я очень надеюсь, что программа, которая была выстроена благодаря в том числе и вашим запросам, она сегодня послужила основанием для осознания очень важной задачи, что мы с вами на основании региональной программы повышения качества образования работаем именно управленческой командой нашей республики. Сегодня были представлены не только оценочные процедуры, но и управленческие механизмы, которые должны стать для нас именно механизмами повышения качества образования наших обучающихся, потому что, конечно, в центре нашего внимания наши обучающиеся. И очень важно, чтобы мы от оценочных процедур именно все-таки переходили к принятию решений, формированию именно тех профессиональных маршрутов, которые необходимы для наших педагогов, для того, чтобы они действительно сегодня были современными педагогами, соответствовали всем требованиям, которые заявлены на уровне Республики, Российской Федерации. Ну, а именно и для этого и наш институт, и Республиканский центр оценки качества образования мы функционируем для того, чтобы еще раз именно вместе с вами не только поднимать вопросы, но вместе с вами работать именно над повышением качества образования. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что такими новыми трендами, согласно уже позиции Министерства просвещения, в прошлом году стало обязательное появление муниципальных координаторов по всем диагностическим процедурам и появление пула тьюторов. Как уже сказали, что действительно сегодня уже обозначено, что будут появляться новые должности. И вот постепенно, но мы осознаем, что через каждую процедуру диагностическую этот пул тьюторов это уже заявка на те должности, которые будут в профстандарте заявлены. Это должность методиста и должность наставника. Поэтому, уважаемые коллеги, мы активно будем работать с тьюторами. И вот мы уже проговорили, что в феврале мы вновь проведем сессию, либо семинар вместе с Республиканским центром оценки качества образования по еще очень важным проблемам. Нам есть что обсуждать, поэтому я думаю, что раз в месяц такие сессии, потому что есть совещания, но где уже все-таки представляются конкретные задачи. А сессия, она позволяет еще нам определить подходы, механизмы для того, чтобы осознать, что мы работаем в едином пространстве, и еще можно пообсуждать и представить именно действительно те важные материалы, которые следует рассмотреть. Поэтому, видите, сессия у нас почти на 2 часа, и мы вот в течение 2 часов вместе с вами
и работали. Уважаемые коллеги, также хочу сказать, что данная запись будет представлена на сайте нашего института в разделе «Профессиональный видеозал». А ссылочкой, коллеги, на наш зал, я еще раз, пожалуйста, прошу моих коллег, скиньте, пожалуйста, всем в чат. Поэтому это была онлайн-трансляция. Но если необходимо, коллеги, что-то действительно вас заинтересовало, но вы хотите еще раз на это внимание обратить, перейдите по этой ссылочке, обсудите с педагогами, проведите педагогический совет, ну и муниципальный координатор, я думаю, что в этом вам помогут. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание, спасибо за те вопросы и те задачи, которые вы перед нами ставите, потому что только благодаря вашим потребностям мы можем не с вами работать. Ну, а дефициты, они, да, выявляются. Я думаю, что тоже это действительно тот механизм, который позволяет нам идти вперед. Поэтому, уважаемые коллеги, желаем вам всего доброго, всех благ и до новых профессиональных встреч.